я считаю, неплохая игра. На последние минуты она держала напряжение. Конечно, нам хотелось победить. Мы неплохо начали игру, потом Слуцк после забитого нами гола перехватил инициативу, где-то мы не прочувствовали и пропустили. Второй тайм провели хорошо, но, к сожалению, не забили. Ничья есть ничья. Согласен с коллегой, достаточно валидольная игра. В том плане, что коллега говорит, что были хорошие отрезки, что у нас, что Немана до последней минуты держала все. Я еще раз хочу поблагодарить Борю, что выручил. Конечно, было бы обидно, если мы проиграли. Я считаю, что как и мы, так и соперник, наверное, не заслужили поражения. Поэтому я считаю, что результат хотя мы старались, хотели забить, но есть такие моменты, где нападающие, там нужно их придержать, где-то успокоить его, наверное, спешка немножко в концовке проводила. Еще раз говорю, достаточно концовка была валидольной, но хорошо так все закончилось. Считаю, что результат. Виталий Геннадьевич, вам вопрос. Похоже, для вашей команды стало неожиданностью, с какой прытью начал соперник второй тайм? Я не понял, с какой прытью начали мы или Неман? Нет, почему ничего не ожидал? Все ожидаем, но мы готовы к этому были, мы смотрели команду, мы ее знаем, и в том году я посмотрел, достаточно хорошая команда, у них достаточно хорошая середина поля, контроль мяча очень хороший, исполнители хорошие. Вам пример в том плане, что они первый гол забили тоже Жуковский за счет исполнения, брал, продавил, забил. В том году мы тоже две игры до конца вроде игры равны, но все, в нашем футболе все решает исполнение, исполнительское мастерство. К сожалению, в том сезоне мы не дотерпели, мы пропустили в концовке годно. Мы считаем, что во втором тайме очень здорово, хорошо играли, но опять же мы за счет своих ошибок индивидуальных мы пропустили 2 мяча за 25 минут. В том году то же самое. С такими командами тяжело давать такой гандикап и потом отыгрываться. Поэтому сегодня тоже я так думал, что сейчас опять так случится, что мы проиграем, когда пенальти назначили. Для нас Неман такой неудобный соперник, но я в плане хорошем, потому что команда достаточно хорошая. Но, а то, что мы ожидали, что будет, мы своих ребят я обязал, чтобы они старались играть быстрее, старались при потере мяча накрывать. Где-то моментами это удавалось, прессинговать, где-то моментами нет. Вот так. Все нормально. Спасибо. Может быть, еще вопросы? Да. Игорь Николаевич, вам вопрос по поводу замен. С одной стороны, вы заменили довольно быстро Жуковского и Севастьянова, которые сделали первый гол. А с другой стороны, ожидался выход Глеба, который, в общем-то, спас очко в прошлом матче. Как вы комментируете? Я уже говорил, когда мы забили гол и потом Слуцк перехватил инициативу, мы проиграли центр поля с выходом Лукашевича, нас шутиновали на центре поля, Слуцк проиграл получше 30-й минуты до конца первого тайма. Поэтому ожидалось, немножко сегодня так и хотелось, сыграл Виталий Квашук. Поэтому мы же не можем планировать замены, мы можем только планировать их по игре. Все замены, они вытекали из событий, которые происходили в поле. В принципе, по большому счету нам они удались, и те люди, которые вышли на замену, они его усилили. Хотелось бы увидеть Глеба, но 3 замены, 4-5 одинаковых.